В 1964 году молодой боксер по имени Кассиус Клей одержал сокрушительную победу над Сонни Листоном и стал чемпионом мира в тяжелом весе. Позже, в том же году, Клей сменил свое имя сначала на Кассиус Икс, а затем на Мухаммед Али. Почему он сменил свое имя? Давайте дадим ему ответить. Почему вам больше не нравится, когда вас называют Клеем? Нет, Клей не мое имя. Как только мы следуем учению достопочтенного Элайджа Мухаммеда, поверим, услышим его и поймем себя, что мы хотим, чтобы нас называли именами нашего народа, которые подходят нам, чернокожим. А Клей — это имя белого человека. Это было арабское имя. И я больше не Клей, я больше не раб. Итак, теперь я Мухаммед Али. Итак, Клей было именем белого человека. Но Мухаммед и Али были именами его народа. Что это за народ? Арабские рабовладельцы. Потому что именно такими были Мухаммед и его зять Али. Согласно мусульманским источникам. Сахих аль-Бухари, номер 63. Анас ибн Малик говорил: однажды, когда мы с пророком сидели в мечети, к ней верхом на верблюде подъехал какой-то человек. Он заставил своего верблюда опуститься на колени у мечети, стреножил его, а потом спросил: «Кто из вас Мухаммед?» В это время пророк сидел среди людей, опираясь на руку. И мы сказали: «Этот белолицый человек». Сахих Муслим 6081. Сообщается, что Абу Джухайфа сказал: он был белокож. Мусульманские источники продолжают и продолжают рассказывать об эпической белизне Мухаммеда, рассказывая нам о белизне его голени, о белизне его бедер, о белизне его ног, о белизне его живота, о белизне его предплечий, о белизне его подмышек и о белизне его щек. Мухаммед был рабовладельцем и работорговцем. У него были как чернокожие, так и арабы-рабы. Это, конечно, означает, что когда Кассиус Клей сменил свое имя на Мухаммед Али, он взял имена двух мужчин, которые покупали чернокожих африканских рабов, владели ими, продавали и обменивали их. Интересно, что Мухаммед Али мало что знал об имени Кассиус Клей. Расскажите, как вы получили такое римское имя, как Клей? Насколько я понимаю, я Кассиус Марселус Клей VI, а мой прапрадед был рабом из Кентукки, и его назвали в честь какого-то великого кентуккийца. Кассиус Марселус Клей, знаменитое имя в Кентукки. Мухаммед Али был назван в честь аболициониста из Кентукки XIX века, Кассиуса Марселуса Клея, который освободил рабов. Но Али не захотел это имя, потому что Элайджа Мухаммед дал ему имя Мухаммед. Если он так рассуждает, то какой смысл было менять его имя на Мухаммед в честь белого пророка, у которого были черные рабы? Когда мы не знаем историю, всегда найдется кто-то, кто только и ждет, чтобы вмешаться и воспользоваться нашим невежеством.